Приветствовать вас на нашей прямой трансляции, которая ведется прямиком из Башкирского государственного аграрного университета. Такое важное мероприятие для абитуриентов, как День открытых дверей, сегодня проводится в новом для нас онлайн-формате. И сегодня, не отходя от экранов ваших мониторов, вернее, от ваших экранов, и не выходя из дома, вы можете задать интересующие вас вопросы по поводу поступления в университет, а также узнать все о факультете пищевых технологий. Давайте посмотрим небольшой обзорный ролик о нашем факультете. Факультет пищевых технологий был организован 27 августа 2001 года постановлением Ученого совета Башкирского государственного аграрного университета. Обучение ведется по 3 направлениям и 5 профилям подготовки.
с присвоением квалификации бакалавр-инженер. Направление продукты питания из растительного сырья. Профили технологии хлеба, кондитерских и макаронных изделий. Технологии бродильных производств и виноделия. Направление продукты питания животного происхождения. Профили технология мяса и мясных продуктов. Технология молока и молочных продуктов. Направление технология продукции и организация общественного питания. Профиль технологии организации ресторанного дела. Наш факультет славится высококвалифицированным профессорско-преподавательским составом, который включает в себя одного академика, 12 профессоров и 39 кандидатов наук и доцентов. Также он оснащен современным лабораторным оборудованием, материально-технической базой и созданы все условия для комфортного обучения студентов. Факультет пищевых технологий сотрудничает со множеством предприятий пищевой промышленности для обеспечения прохождения студентами производственных и преддипломных практик, а также для дальнейшего гарантированного трудоустройства. Нашими партнерами являются такие предприятия, как Уфимский мясоконсервный комбинат, Уфагромолзавод, Уфимский хлебзавод, Башспирт, Боска-Рус, Белебеевский молочный комбинат, Эфес-Рус, ресторано-банкетный комплекс «Юность» и другие предприятия пищевой промышленности. Обучаясь по направлению продукты питания из растительного сырья, выпускники имеют возможность трудоустраиваться на таких предприятиях, как хлебзаводы, пекарни, кондитерские фабрики, макаронные фабрики, винзаводы, ликероводочные заводы, производство слабоалкогольных и безалкогольных напитков. Обучившись же по направлению продукты питания животного происхождения, выпускник имеет перспективы трудоустройства на молочные и молочно-консервные комбинаты, мясоконсервные и мясоперерабатывающие комбинаты, цеха по производству колбас. Что касается технологий продукции и организации общественного питания, то здесь наши студенты организуют работу предприятий общепита, а это столовые детских садов, школ, учебных заведений, предприятий, также городские кафе и рестораны разных классов обслуживания. Как я попал в аграрный факультет пищевых технологий, это с детства было интересно. Нюанс в том, что я в детстве хотел, но это не целенаправленно, я хотел стать директором мороженого завода. А со временем, когда я уже учился, был интерес к химии. Вот. И когда уже выбирали в то время, и попал в один из факультетов, я поступал и на экономический факультет, и пищевые технологии. Но когда я уже пришел, посчитал, куда ты пойдешь работать, было интересно на факультет пищевых технологий попасть. Поступил, не жалею. На данный момент, где я сейчас работаю и кем я являюсь, мне учеба очень сильно помогла. Это раз. Благодаря нашим преподавателям. Отучился я на технолога, так ведь? А работаю сейчас механиком, но момент что это друг другу не противоречит. Наоборот, когда ты знаешь технологию, работать механиком легче. И наоборот. Если ты знаешь, как работает оборудование, то технологии это тоже, с собой говорю, важный момент. Люди питаются каждый день. В кафе, столовых, ресторанах, на фудкорте. А обеспечивают их пищей студенты факультета пищевых технологий. Так было, есть и будет всегда. Мы сейчас посмотрели, а сегодня в присутствии, у нас в студии присутствует декан факультета пищевых технологий Игорь Амильевич Газеев. Добрый день. Ответственный секретарь приемной комиссии Башкирского государственного аграрного университета Светлана Сергеевна Боголюк. Добрый день, дорогие друзья! Я приветствую гостей в студии. Сегодня это, как мы его называем, самый вкусный наш факультет, один из наших факультетов. Вы даже не представляете, какие ароматы царят сейчас в студии от презентационного столика, который нам сегодня представляет факультет. Я надеюсь, что эфир будет не только интересным, но и вкусным. Безусловно, Светлана Сергеевна. А следующий наш гость – это студентка факультета пищевых технологий Эмилия Латыпова. Всем привет! Итак, Игорь Амильевич, давайте немного расскажем школьникам, нашим абитуриентам, нашим будущим студентам, что же такое факультет пищевых технологий, почему именно он? Уважаемые абитуриенты, на самом деле факультет пищевых технологий, он является самым молодым из всех факультетов. Нам ни много ни мало 20 лет.
Но несмотря на наш юный возраст, у нас работает достаточно высококвалифицированные специалисты-преподаватели, студенты получают достаточные навыки и профессиональные компетенции, которые в последующем необходимы при получении и при трудоустройстве их. Но если рассматривать весь университет, мы можем уверенно сказать, что в нашем университете готовятся практически все специалисты для отраслей сельского хозяйства, народного хозяйства. Если говорить о производстве сельхозпродукции, растениеводства и животноводства, его сопровождение, энергетическое, экономическое сопровождение, строительство и так далее, мы стоим в самом конце цепочки, то есть мы уже пользуемся теми дарами, которые нам предоставили аграрии, мы используем те материалы растительного происхождения, используем материалы животного происхождения. Ну вот, если опять обращаясь к нашему столу, здесь представлен достаточно широкий ассортимент тех продуктов, которые наши специалисты в процессе своей трудовой деятельности они будут реализовывать, будут производить, будут кормить наше, так скажем, большое население нашей большой страны, нашей любимой республики. Да, Игорь Амильевич, действительно, наши выпускники по выходу из университета действительно будут знать технологии приготовления таких, казалось бы, простых продуктов, которые мы каждый день видим в магазинах, но ведь это целая технология, и где-то существует завод, где-то стоит комбинат, который все это производит для нас, для жителей нашего города, для нашей республики. Поэтому, друзья, если вы хотите связать свою жизнь с производством продуктов питания, то факультет пищевых технологий, он создан именно для вас. А о том, как же все-таки сюда поступить, я, пожалуйста, попрошу рассказать Светлану Сергеевну Боголюк. Спасибо за вопрос, Нариман. Сегодня это очень актуальный вопрос. Для этого мы здесь с вами собрались, чтобы помочь нашим будущим абитуриентам определиться с профессией, со специальностью и узнать, как же все-таки поступать. Но основное, что следует отметить, прием документов у нас в современных реалиях ведется в дистанционном формате. Для этого школьники, не выходя из дома, должны зайти на наш сайт, зайти в личный кабинет абитуриента на портал в университете, загрузить свою основную информацию, контактные данные и приложить на первом этапе, если это школьники, выпускники 11 классов, приложить копию аттестата. Если это выпускники колледжей, то приложить копию диплома. Затем школьники будут сдавать ЕГЭ, и результаты нам придут из федеральной базы, а выпускники колледжей будут проходить экзамены у нас в университете. Отмечу, что они будут проходить тоже онлайн. В современных реалиях, пока изменений никаких нет, будет таким образом. Так что бояться не нужно, пока поступаем из дома. Все документы подаем из дома. Главный лозунг всех образовательных учреждений – это из дома. Скажите, у меня вот 4 года назад, когда я только поступал на наш факультет, был вопрос, куда именно подавать оригинал. Ведь я мог не успеть донести в вуз оригинал свой и мог пролететь с поступлением. Что сейчас? Сейчас, Нариман, ничего не изменилось. Действительно, все решает оригинал. От того, куда абитуриент подает оригинал документа об образовании, туда он и будет зачислен. Сегодня мы говорим о том, что это тоже будет проходить в онлайн-формате. И основной документ, который нужно будет обязательно подать, это согласие на зачисление. Как это будет организовано? Конечно же, инструкции мы все на нашем сайте оформим, на наших всех официальных аккаунтах, приемной комиссии вуза. Это будет какая-то отметка на портале в личном кабинете, это будет обязательная форма, которую нужно будет заполнить. Но обязательно согласие на зачисление подать. Оригинал пока что мы говорим о том, что когда приедут на обучение, тогда привезут в университет, когда изменится эпидобстановка. То есть, в принципе, сейчас даже стало намного легче, да, нашим абитуриентам поступить в университет. Никуда ездить не надо, так? Здесь, знаешь, что, Нуриман, я еще хочу сказать, ездить никуда не надо, но ведь есть такие отдаленные, например, у нас районы, где ну просто проблемы с интернетом.
И даже если они приедут к нам в университет, не нужно переживать. Общежитие, вот мы вчера тоже на эфире об этом говорили, мы можем предоставить, потому что ведь сейчас и снять жилье тоже проблематично с эпидобстановкой. Общежитие мы предоставим, и приемная комиссия как таковая, консультационный центр, он будет работать, и даже в онлайн-формате с использованием наших сетей коммуникационных можно будет подать документы. Спасибо, Светлана Сергеевна. А я напоминаю, дорогие зрители, что вы можете задать свой вопрос в чат, и мы постараемся вам ответить. А я напомню вам, что ранее на нашу почту присылали видеообращения, видеовопросы, такие же абитуриенты, как и вы. Сейчас один из них мы с вами посмотрим. Здравствуйте, Багаудинов Марат, ученик школы номер 49 города Уфа. Когда ваша агитбригада приезжала в нашу школу, она рассказывала про ССО и то, что студентам можно поехать на море работать. Расскажите, пожалуйста, поподробнее про ССО. Да, хороший вопрос про прохождение практики, про студенческие отряды. Игорь Амильевич, расскажите нам и нашим зрителям, что же такое студенческий отряд и как он функционирует на нашем факультете. Да, спасибо абитуриенту за такой интересный вопрос. На самом деле во всех вузах Минсельхоза России действуют такие студенческие специализированные отряды. Наш университет это не исключение. В частности, на нашем факультете существуют такие студенческие отряды, как «Регион 102», «Пищевик», «Неудержимые». В рамках данных студотрядов ребята, студенты, обучающиеся вторых, третьих, четвертых курсов, они имеют возможность посещать предприятия, выезжать на практику не только на предприятия Республики Башкортостан, но и за ее пределами. И вот такой очень интересный пример хочу привести. То, что в частности вот наши студенты в рамках данного же отряда вот «Регион 102», они выезжают в город Анапа. Это предприятие СПА-отель «Ривьера». То есть там непосредственно студенты познают азы профессии, это и поваров, и официантов, и шеф-поваров, так скажем, смотрят всю профессию ресторанного бизнеса, то есть каждый нюанс здесь учитывается. И одновременно с этим, конечно же, если они находятся на побережье Черного моря, грех бы не отдохнуть, да, то есть одновременно ребята получают и заработную плату, находятся рядом с Черным морем, отдыхают там же и имеют возможность во время своих выходных посетить другие города. Такие заманчивые условия, они там не остаются, точно возвращаются назад? Ну вот, если говорить о периоде практики, практика у нас длится она 4 недели, и вот в рамках 4 недель студенты там находятся, получают заработную плату, отдыхают, и когда практика заканчивается, мы их оповещаем, то, что вот практика закончилась, просим вернуться назад. Ну, ребята, да, вернитесь. Но ребята, так скажем, на море они находятся, почему бы не совместить, да, приятное с полезным, и вот они остаются до конца лета там. Конкурсный отбор, туда тяжело студентам пройти или там неограниченное количество мест? Ну, ежегодно мы направляем именно вот на это предприятие в Анапу порядка 60 человек, и именно вот конкурс на вот это направление, он очень высокий, и попадает, именно выезжают туда, именно активные студенты, которые хорошо учатся, они участвуют в центре эстетического воспитания, они занимаются спортом, то есть они везде активны, соответственно, они имеют преимущество в конкурсе. То есть они все успевают и учиться, они все и даже успевают, и отдыхать успевают. Говорят, в нашем университете, Башкирском государственном аграрном, студенты, маленький процент студентов состоит из тех, кто, такие, ничего не делают. В основном все активисты, все занимаются кто творческой деятельностью, кто в спорте участвует, кто в волонтерском секторе, да. Сейчас у нас одна из гостей, это Эмилия Ладыпова. Она у нас является активистом и профоргом факультета. Эмилия, расскажи нам немножко о том, как все-таки ты учишься у нас на факультете и что для тебя студенческая жизнь. На самом деле учиться на факультете у нас очень интересно, особенно наша студенческая жизнь. В нашем университете есть абсолютно любые направления. Каждый студент, каждый абитуриент может найти для себя что-то, будь это спорт, будь это художественное направление. Даже научно-исследовательская база в нашем университете очень сильная. Также у нас есть общественная деятельность. Я, к примеру, являюсь профоргом нашего факультета уже 5-й год. Моя работа заключается в том, что мы помогаем студентам, помогаем им с разъяснениями в получении различного рода стипендий, различных выплат, материальных пособий, помогаем с заселением в общежитиях. Также наши студенты, активисты
бесплатно 2 раза в месяц могли посещать бассейн. Но, к сожалению, сейчас с данной ситуацией во всем мире бассейн приостановился, но именно у наших студентов была такая возможность. А вот расскажите про стипендии. Я уверен, большинство абитуриентов волнует этот вопрос в первую очередь, после поступления. Ну, абсолютно все студенты, которые поступают к нам на бюджет, до первой сессии получают академическую стипендию. Также у наших студентов есть возможность получать социальные стипендии. Студенты, которые к нам поступают, мы им объясняем, каким образом нужно подать, какие документы нужно сдать для того, чтобы получить эти стипендии. Также у нас есть повышенные академические стипендии для студентов, которые занимаются различными видами активной жизни в нашем университете. То есть наши спортсмены, наши активисты, наши художественные различные самодеятельности, общественники, волонтеры получают стипендии. Также в нашем университете очень много именных стипендий. То есть также эти стипендии у нас суммируются. То есть ты можешь хорошо учиться, получать академическую стипендию, социальную стипендию, повышенную стипендию. Ежеквартально можешь получать материальную помощь и также можешь получать именную стипендию. А что за материальная помощь? Она всем, кому не попадет, дается или Ну, по каким-то критериям? Конечно же, есть критерии. Материальная помощь, она в первую очередь дается нуждающимся студентам. Также, как и во всех университетах, мы заботимся о студентах социально значимой группы. То есть мы Да, помогаем. Эмилия, вот извиняюсь, я перебью. Вчера как раз такой был вопрос у нас. Если поступают дети-сироты, какие у них есть преференции, какие, может быть, льготы им предоставляются во время обучения? Во время поступления мы знаем, что это отдельная категория поступающих, зачисляются в нулевую волну. Вот во время обучения какие преимущества? Ну, преимущество для таких студентов это то, что ежемесячно они получают государственное пособие. Если они хорошо учатся, они получают академические стипендии. Если они активно занимаются, хорошо учатся, получают повышенные академические стипендии. И также при выпуске они получают подъемные средства. То есть можно не переживать, поступать в университет, и все социальные гарантии, они будут в полном объеме. А вот про общежитие у меня еще вопрос. Какие условия в общежитии вот у вашего факультета? И вот вчера буквально у нас был такой вопрос в чате. Если девушка хочет заселиться со своей сестрой, но она с другого факультета, как вот можно решить их жилищный вопрос? Ну, я, наверное, похвастаюсь. Общежитие именно нашего факультета находится в самом близком расстоянии. То есть идти нужно 5 минут. Дольше поспать могут ваши студенты. Да, то есть студенты наши больше спят. Время дороги занимает у них пару минут, ну, для тех, кто проживает в общежитии. Те, кто хотят заселиться, например, вместе со своими родственниками, с друзьями, односельчанами жить вместе, например, то мы, конечно же, идем им навстречу. Очень хорошо. Я думаю, что обрадует это тех, кто боялся этого. Да, ребята, я вот сам живу в общежитии факультета пищевых технологий. Действительно, оно буквально в 5 минутах от университета, притом находится в самом центре города. Это очень удобно. Ведь, будучи студентом, где-нибудь там на встрече своих одноклассников говорить, что я живу в центре, это действительно круто. Нариман, скажи мне, пожалуйста, вот на вашем факультете все, наверное, любят готовить, правильно? Это же призвание. А есть у вас Безусловно. возможность там свои творческие способности в приготовлении разных блюд показывать? Мастер-классы в общежитии. Светлана Сергеевна, спешу вас обрадовать. У нас ультрасовременное оборудование, я бы так сказал. Но все мои слова будут лишь пустым звуком, если я сейчас не покажу вам один ролик, который емко объяснит все преимущества нашего факультета. Давайте посмотрим. Внезапно мы с вами оказались в баре, а точнее в учебном классе нашего факультета, где вы, обучаясь на нашем потрясающем факультете пищевых технологий, можете ознакомиться с основами барного дела, научиться обслуживать гостей, принимать заказ, отдавать их на кухню, готовить коктейли и много чего еще. Пойдемте со мной. Существует стереотип, что учебные заведения не оснащены должным оборудованием для прохождения практических занятий. Зачастую студенты, которые поступают к нам, вернее абитуриенты, которые поступают к нам, думают, что они будут готовить на этом. Да, так было 10 лет назад, но мы идем в ногу со временем, и сейчас у нас совершенно новое оборудование, которое вы увидите далее. Здесь у нас расположены столы, все как в настоящем ресторане, где вы можете узнать, как правильно обслуживать гостей, с какой руки подавать блюда, как принимать заказ. Это наш Сережа.
Познакомьтесь. Современная техника для презентации. Сейчас мы находимся в нашем мясном цехе, который оборудован всем необходимым оборудованием для производства колбас, буженины, сарделек, мясных полуфабрикатов, кусковых изделий и много чего другого, что вы каждый день покупаете в магазинах. Сейчас мы находимся в, по сути, райском уголке для любого кулинара. Это лаборатория поварского дела нашего факультета, которая оснащена самым современным оборудованием для практических занятий наших студентов. Пароконвектоматы, индукционные плиты, дорогущие ножи, инвентарь. Все это создано для того, чтобы было комфортно обучаться нашим студентам. Дорогие абитуриенты, только у нас вы сможете приходить на пары, готовить, есть и уходить домой. Дорогие абитуриенты, мы приглашаем вас к обучению на факультете пищевых технологий. Добро пожаловать! Вот вы познакомились немного с нашим сердцем нашего факультета, то есть кухней. Пишите в комментариях, как вам, какие возникли вопросы, хотели бы вы оказаться у нас. А мы пока что будем отвечать на те вопросы, которые уже вы успели задать к нам в чат. Пишет Тимофей Петров. Добрый день, являюсь учеником 10 класса и сейчас не знаю, какие ЕГЭ выбрать. Какие экзамены нужны у вас на факультете и какой балл необходим для поступления? Игорь Амильевич, давайте расскажем, как все-таки. Да, очень интересный вопрос. На самом деле, для того, чтобы подготовиться к сдаче единых государственных экзаменов при поступлении, мы должны руководствоваться тем, что посмотреть программу вступительных испытаний и выбрать, посмотреть, какие виды ЕГЭ нужно сдавать, да, по каким предметам. Для нас это обязательно профильная математика, русский язык и самое главное – это химия. Почему химия? Так как любая пищевая продукция, любое производство, оно основано на химических процессах. То есть приготовление любого блюда – это определенный период, смена определенных операций именно химического процесса. Поэтому те абитуриенты, которые планируют посвятить себя в жизнь для, так скажем, пищевиком, да, занимается ли он переработкой производства хлеба, кондитерских, макаронных изделий, бродильное производство, виноделие, мясо, молоко, соответственно, это все химия. То есть мы должны знать химию перед тем, как, так скажем, разработать какой-либо продукт, да, продвинуть его на рынке. Надеюсь, мы ответили на ваш вопрос, уважаемый Тимофей Петров. Следующий вопрос у нас от Стаси Ивановой. Конечно, странный вопрос. Подскажите, пожалуйста, вступительные испытания по биологии. Ну, мы только что сказали, что у нас вступительные экзамены идут химия, но не биология. Следующий. Регина Габитова. Кстати, девочка писала нам вчера в группу ВКонтакте, куда вы можете тоже зайти, подписаться и обязательно поставить лайк. Итак, Регина Габитова пишет. Можно, пожалуйста, подробнее узнать насчет медицинской справки? Игорь Амильевич? Ну, при поступлении, при подаче документов, при прохождении конкурса, соответственно, и зачислении в университет, все документы прикрепляют в своем личном кабинете. Это копия паспорта, как уже Светлана Сергеевна успела отметить, это аттестат школы, либо диплом среднепрофессионального образования. И все остальные документы для, так скажем, повышения балла или рейтинга в конкурсной ситуации, это различные грамоты, участие в олимпиадах, сертификаты и так далее. И плюс к этому еще необходимо иметь медицинскую справку, оригинал диплома. Но для того, чтобы представить их, так скажем, в оригинале, привести, у нас, так как опять в этом году вот такая ситуация онлайн подачи документов, поэтому мы их после зачисления в наш университет будем ожидать, начиная с 1 сентября. Ну, то есть медицинская справка нам нужна потому, что мы вот занимаемся едой, как вы видите, и ну, в плане гигиены это очень важно. Ну и при поступлении... Это не совсем медицинская справка, это заключение медицинского осмотра. Это заключение Да, по расширенным специалистам. Это не имеется в виду та 086 форма, которую каждый студент должен предоставить. Ну и кроме этого, у нас все студенты нашего факультета, они все имеют личную медицинскую книжку. То есть эта книжка говорит о том, что студент или абитуриент, который к нам поступает, что у него все в порядке со здоровьем, он имеет право работать с продуктами, имеет право работать
с населением, да, с товарищами, находиться на практике на пищевых предприятиях. Поэтому вот это вот требование личной То есть медицинской книжки, она обязательна. факультет организует каждый год, получается, да? Наверное, раз в год Да. нужно проходить вот такое медосмотр прохождения для студентов. Все верно. Это здорово. Также у нас вопрос от Регины Габитовой. Можно, пожалуйста, узнать цену обучения очной формы направления технологии общественного питания? Ну, видимо, коммерческая основа имеется в виду. Давайте расскажем. Ну, коммерческое обучение, оно, как и бюджетное, соответственно, имеется уровень и рейтинг. То есть, если вы не проходите на бюджет, заключили договор, поступили на коммерческую форму обучения, и у вас перед вами стоит задача оплатить обучение. То есть, при поступлении на такое направление, как технологии продукции организации общественного питания, стоимость обучения будет составлять порядка 146 тысяч рублей, но университет берет на себя часть вот этой стоимости и компенсирует, исходя из того, что ребята проявляют там, так скажем, у них есть высокий балл за ЕГЭ, так ведь есть определенные достижения по профилю, то есть, допустим, по химическим дисциплинам, участвуют в Олимпиаде, то есть мы имеем право, университет имеет возможность снизить стоимость обучения, в итоге учащиеся, поступающие на первый курс, они будут платить сумму порядка 105 тысяч рублей. Да, здесь я тоже добавлю, Игорь Амильевич, два момента есть, которые мы можем добавить, они все в пользу абитуриентов. Первое – это то, что уровень стоимости обучения в этом году мы оставили без повышения на уровне прошлого года. О той системе снижения скидок, о которой вы говорили, выдающимся, который показывает успехи в обучении с высокими баллами, мы снижаем стоимость до 20%. И еще есть одна очень выгодная преференция, мы говорим об этом, если договор на платное обучение заключается с сельхозтоваропроизводителями в рамках госпрограммы комплексного развития сельских территорий, то в текущем году возмещение оплачивающей организации до 30%, а в 2021 году возмещение до 90% планируется. Поэтому здесь, если поступать по такому договору абитуриенту, заключать договор с организацией, то организации возмещается практически вся стоимость. То есть, проще говоря, заключается договор, да, допустим, будь то ты сын фермера, да, захочешь обучиться на коммерческом обучении, подаешь документы, проходишь на коммерцию, и, соответственно, фермерские хозяйства, которые являются, допустим, ваши родители, да, соответственно, они получают эти вот компенсацию за обучение. Так ведь? Совершенно верно, да. Ну что ж, спасибо, Светлана Сергеевна, Игорь Амильевич. Регина, мы надеемся, что мы ответили на твой вопрос. Если они у тебя еще возникли, задавай, пожалуйста, в чат. Можешь писать в Инстаграм. Ссылку на Инстаграм вы видели в предыдущем ролике. Мы продолжаем отвечать на ваши вопросы. Следующий вопрос. Производится ли собственная продукция на факультете? Ребята, посмотрите, я попрошу взять общим планом наш демонстрационный стол. Вся продукция, которую вы здесь видите, она изготавливается на факультете. То есть мы можем изготовить колбасы, кисломолочные продукты, сыры, выпечные изделия, даже ликероводочные изделия, потому что все, что связано с питанием, вырабатывать мы умеем. По выпуску из университета мы становимся технологами либо общественного питания, либо мясных производств, либо хлебобулочных каких-то пекарен. Ну, это вы могли видеть в приветственном ролике, которые увидели ранее. Нариман, вот я зрителям, наверное, не так долго показали, но я прям вот весь эфир смотрю на этот столик, и мне самое интересное, вот там такая баночка стоит. Казалось бы, что это мед, но кажется, это не мед. Можно поподробнее? А давайте я покажу нашим зрителям. Что же это такое там интересное? Если техника позволит. Смотрите, это у нас рассольный сыр. Вы наверняка видели в магазинах фета или там сиртаки, да? Это производится у нас в нашем сырном цехе, да. То есть студенты умеют это делать? Да, уже буквально на 3-м курсе. Вот, посмотрите. Такие кулинарные изыски студенты смогут это сделать. Рассольный сыр, Здорово. приготовления факультета пищевых технологий. Да, действительно, наши студенты собственноручно это выполняют. Почему? Потому что на 3-м курсе у многих идут курсовые проекты, курсовые работы. Вы можете делать как проект, то есть что-то проектировать, какое-то предприятие, либо исследовать какой-то новый продукт, создать, что-то туда добавить. И, естественно, мы все это делаем своими руками.
А вот дипломные работы, которые пишут студенты, они где-то получают свое внедрение, где-то готовят такие блюда, что-то интересное? Можно я отвечу на этот вопрос? Конечно. Ну, уважаемые абитуриенты, Светлана Сергеевна, на самом деле вот то, что вот эти продукты представлены здесь на этом столе, это часть тех разработок, которые занимают студенты в процессе своего обучения на проведение лабораторных работ. У нас есть, вот Нариман тоже показал в ролике, то, что у нас есть современная материально-техническая база, есть лаборатория мясного цеха, где производятся, соответственно, мясные изделия, колбасные и так далее. Лаборатория по выработке сыров, рассольных полутвердых сыров, лаборатория по поварскому делу, кондитерских макаронных изделий. Соответственно, вот, при проведении лабораторных работ студенты проявляют интерес, да, и в последующем они предлагают своему руководителю дипломному: прошу дать мне вот такую тему, мне это интересно, я хочу это разработать. И когда уже в конце он защищает дипломную работу, конечно же, и совместно с нашими работодателями он проводит внедрение. Внедрение на ведущих предприятиях. Допустим, вот здесь вот на нашем столе не показано, это такая разработка, как Талкан. У нас производится в Республике Башкортостан тоже с участием наших студентов и преподавателей. Ну и ряд других продуктов. А я вот хотела бы у Эмилии спросить. Она, выпускаясь на бакалавриате, что на дипломной работе представляла? Ой, на самом деле моя работа была у нас очень интересной. У меня был проект. Проект разработки одного из кафе здания нашего университета. Ничего себе, как здорово. Находится оно между вторым и третьим общежитием нашего университета. Это на улице Братьев Кадамцев. Это возле универмага. То есть ты закончила направление подготовки бакалавриата технологии продукции организации общественного питания и в качестве ресторатора занималась оформлением Да, кафе. разработкой, оформлением меню полностью. Сейчас оно функционирует? Но, к сожалению, в связи Ну да, до ситуации, которая сложилась, это использовалось? Но это здание сейчас как бы в ремонтном состоянии, оно ремонтируется, проектируется. Как раз под твой проект. Да. Как откроется, пойдем в твое кафе. Дорогие наши гости наши дорогие, раз уж мы подошли к вопросу о том, мы уже подошли к выпуску студента, так? Давайте посмотрим видеообращение нашего выпускника Ильи Скоромника. Добрый день, уважаемые абитуриенты. Меня зовут Илья. В 2018 году я получил степень бакалавра в Башкирском государственном аграрном университете на факультете пищевых технологий. Во время обучения я открыл для себя множество культурных мероприятий и спортивных секций, а также познакомился с очень умными и целеустремленными людьми. Я очень ценю и благодарю своих преподавателей, весь преподавательский состав и деканат своего факультета за знания, которые они в меня вложили. Я считаю, что мы делаем благое дело и желаю вам интересного и быстрого обучения. Всем салют! Вот это вот прекрасный пример того, что выпускники наши, вот когда они разрабатывают какой-то проект, докладывают его при защите своего диплома. И вот Илья Скоромник, он является выпускником направления технологии молока и молочных продуктов, и на его защите сидели как раз представители службы, кадровой службы, отдела кадров Белебеевского завода молочного. Соответственно, они увидели в нем ту изюминку, те знания, которые он, так скажем, показал, и пригласили его на свое предприятие. Он с руками, с ногами его забрали, он там сейчас находится, он там работает, но он желает, так скажем, развиваться, он желает все больше постигать. Соответственно, для того, чтобы вот это вот все воплотить в жизнь, он поступил к нам на заочную магистратуру. На очную он не может, так как очно нужно здесь находиться и проводить исследования здесь. Соответственно, он работает на предприятии и учится в заочной магистратуре. Это блестящий пример таких вот успешных выпускников. Игорь Рамильевич, скажите, пожалуйста, вот если мы затронули трудоустройство работодателей, очень часто сейчас задают вопросы по целевому обучению, по поступлению в рамках целевых договоров. И вот насколько работодатели у вас с вами контактируют, связь какая, как они подбирают себе кадры, с какого курса, можно об этом несколько слов рассказать для абитуриентов? Хороший вопрос. Здесь, так скажем, районы, предприятия, именно производители, они выходят к нам с таким вопросом: дайте нам готового специалиста. То есть им нужен готовый технолог, который вот уже придет к ним на предприятие и будет разрабатывать, там, внедрять, производить продукцию. Мы им задаем встречный вопрос: а давайте вы нам представьте
своего человека, которого мы обучим, и потом, который будет у вас работать. Почему мы об этом говорим? Потому что если мы пригласим сюда абитуриента, его обучим, но Уфа – это мегаполис, так ведь здесь поглощает всех, и не все стремятся уехать назад к себе в родное село, в родной город. Поэтому вот от них вот обратной реакции мы, во-первых, ждем, и заключаем, соответственно, с ними договора о целевом приеме, обучаем их, так скажем, наставник, кого они к нам отправили, и уже отправляем готовый продукт. То есть постоянный контакт с работодателями есть, и работодатели подбирают себе кадры среди наших выпускников, Да, и да. с трудоустройством можно не переживать тем, кто поступает. Уровень трудоустройства на нашем факультете составляет порядка 84%, поэтому именно Это высокий да, показатель. наши выпускники, они занимают и работают большинство по специальности. Трудоустройство – это один из показателей Да. ключевых. Благодаря этому мы и становимся лидирующим вузом Российской Федерации. Все верно. Следующий вопрос у нас в чате. Пожалуй, задам его Эмилии. Как вы помогаете адаптироваться вашим студентам-первокурсникам? Ну, на самом деле, в каждой группе у нас есть староста, деканат нашего факультета, кураторы за каждой группой закреплены, профорги курсов. Мы всегда контактируем не только через старост, но и со всей группой в целом. То есть мы проводим открытые часы, кураторские часы, какие-либо мероприятия. То есть все направлено для того, чтобы мы полностью взаимодействовали с первокурсниками. И если у них есть какие-то вопросы там, в процессе обучения, мы с радостью им всегда отвечаем. Даже поздно ночью, когда пишут, мы всегда им отвечаем. Мы всегда идем навстречу. Разрешите добавить немножко. У нас в университете существует институт кураторства. Вот когда студенты, абитуриенты поступают на первый курс, за ними, как и в школе, закрепляется, так скажем, классный руководитель, который сопровождает их 2 года. Да, Игорь То есть- Амельевич, это для родителей ведь очень Да. важно, что они так же, как в школе был классный руководитель, здесь они куратору отдают, и можно постоянно, наверное, на связи быть, да, родителям? Да, кураторы, они держат связь обязательно с родителями. если- Успеваемость можно узнать. Обязательно. То есть успеваемость, кроме того, что родители могут посмотреть на сайте в личном кабинете своего, так скажем, ребенка. Да, То есть как на нашем электронный сайте, дневник да. можно постоянно Могут смотреть проконтролировать. оценки. Здорово. Поэтому Никакой вот это свободы у студентов. вот, ну, Разрешите, я вас перебью, да? Что мне говорил мой декан на первом курсе, да? Игорь Амельевич, наверное, да? Раньше был у нас Наиль Мирзаханович, когда я был первокурсником. Что он постоянно говорил нам, да? Вот, ребята, вместо того, чтобы вы ходили где-то ночью гуляли, и вместо того, чтобы вы просто спали в общежитии, идите занимайтесь творчеством, идите занимайтесь спортом. Благо, для этого у нас все необходимое есть. Ты послушал? У нас функционирует Центр эстетического воспитания. Вот как раз послушал, Да, вы говорите, и ты да? пошел? Я пошел именно в Центр эстетического воспитания. Сокращенно называется ЦЕФ. В нем функционирует целых 17 отделений творческих коллективов, где вы можете заниматься танцами, вокалом, хореографией, все различные хореографии. Есть бальные, народные, современные. Также музыканты есть, отделение конферанса, то есть ведущие. Даже вы можете прийти с нуля. Если вы никогда не танцевали, никогда не играли, никогда не пели, вы придете и вас научат совершенно бесплатно. А если я спортсмен, что мне делать? Если вы спортсмен, у нас также есть целая инфраструктура, связанная со спортом. Целый спортивный комплекс, 2 бассейна. Все необходимое. Наши спортсмены, они занимают не только места на каких-то башкирских республиканских соревнованиях, но и на всероссийских и всемирных. Вот скажите, пожалуйста, может даже Эмилия мне ответит на этот вопрос, как все-таки представитель правкома студенческого. Вот у нас есть прекрасный физкультурно-оздоровительный комплекс, новый, с мировым бассейном мирового уровня, с дайвинг-центром. Студентам есть возможность посещать этот бассейн? Да, как я говорила ранее, вот именно для наших студентов была такая возможность посещения этого бассейна. Я хотела бы даже уточнить, единственный в городе бассейн, где можно заниматься подводным дайвингом. Нашим студентам было позволить бесплатно да, посещают посещать 2 раза. дайвинг-центр, бассейн. Это тоже здорово. Я думаю, что сейчас услышали спортивные наши абитуриенты. И я здесь немного добавлю. Вот, когда у нас абитуриенты поступают на первый курс, мы сразу же, наверное, на первом собрании, 1 сентября, после того, как выдаем студенческие билеты и зачетные книжки, мы сразу же выявляем из них таланты. То есть вот мы садимся, садится Эмилия, садится начинается прослушивание. прослушивание, Просмотры, да. прослушивание. И сразу мы вытягиваем из абитуриентов то, что они умеют.
Для того, чтобы, опять вот Нариман правильно сказал, для того, чтобы они не потерялись в городе, для того, чтобы их занять. Игорь Амильевич, И вы им развивать говорите, что таланты. если они пойдут в Центр эстетического воспитания, они будут выступать на большой сцене нашего собственного Дворца молодежи, на которой в течение всего года российского уровня знаменитые артисты выступают. Да, на самом деле у нас вот в ведении университета находится вот такое прекрасное здание Дворец культуры молодежный, то есть там есть большая сцена на 1200 посадочных мест зрителей, и когда выходишь на сцену, стоит там, наверное, побыть 1-2 раза, и все, ты в него влюбляешься, оттуда уйти невозможно. Не выгонишь, вот уже Нариман просто не подскажет, выгонишь. да. Да, Игорь Амильевич, спасибо. Вы прям оживили меня немножко этим вопросом. Действительно, у нас Дворец молодежи, который находится в самом центре Уфы, принадлежит Аграрному университету, и в нем проводится каждый год смотр первокурсников и студенческая весна. Вы, наверное, школьники, знаете, что это такое, может быть, видели сериал «Универ». Что такое смотр первокурсников? Это как раз то мероприятие, которое проводится для социальной адаптации первокурсников, где они могут общаться друг с другом. Ведь ни для кого не секрет, что коммуникация, она способствует более легкому вхождению в коллектив, освоению вот в этой студенческой жизни. Где-то коллектив танцоров, где-то коллектив А в какое время это музыкантов. проходит? Смотр первокурсников. То есть ты Осенью. пришел, не успел начать учиться и уже начинаешь танцевать, петь. И... Не совсем верно. После поступления в университет с 1 сентября, естественно, первокурсники распределяются по группам. Далее культорг есть у нас такая должность, которая выбирается из числа студентов обычных на факультете. Он комплектует список тех, кто хотел бы заниматься, допустим, танцами или пением, или, может быть, ведением мероприятий, даже если он никогда этим не занимался. У нас есть старшее поколение студентов, которые могут этому обучить. Что происходит? Культорг, он составляет концертную программу всего факультета, то есть он всех собирает, всех знакомит. Это, опять же, момент социальный. То есть свободного времени у ребят не будет. Вообще. И родители могут быть спокойны, свободного времени нет, дети всегда Да, потому заняты. что за И под этим- присмотром кураторов. Правильно, И под правкома. присмотром куратора. Неустанный присмотр старших друзей и товарищей. А можно я снова вернусь к этому столику? Он мне не дает покоя. Вот скажите, пожалуйста, вот эта колбаса, мы привыкли видеть ее на прилавке. Неужели действительно можно ее приготовить самим? Что для этого нужно? Смогу ли я дома, например, ее сделать? Научиться этому смогу? Светлана Сергеевна, вот вопрос очень хороший. У нас есть на факультете мясной цех, мы его называем, правильно называется, учебно-производственный цех по выработке мясных изделий. Что можно ли сделать колбасу дома? То есть, если у вас есть хорошее мясо, то есть из плохого мяса получается плохая колбаса, мы У знаем. нас так нет ведь? плохого мяса. Ну, разные бывает, так ведь. Поэтому, если у нас есть мясо, у нас есть оболочка, она натуральная, то есть она тоже получается из, так скажем, субпродуктов. А у нас есть оболочка? Оболочка в университете как таковой, она не производится, да, но мы ее дома, закупаем. у нас дома. Ну, дома мы можем в любом магазин зайти, купить специи То есть для такого-то полуфабрикаты вида колбасы. все есть? Да, Мы все конечно. это можем приобрести. Можем И- руками сделать, начинить, даже если у нас нету никакого шприца, взять обычно домашнюю мясорубку, начинить. Как мы, наверное, многие с детства помнят домашнюю колбасу казалык. То есть вот это вот такие... Мы возвращаемся к традициям, Да. к здоровому питанию, к традициям. Еще вот, ну для меня это не секрет, я знаю, почему здесь у нас на столе стоит вино. Может быть, для кого-то непонятно. Давайте расскажем, у нас- почему у нас появилось вино на столе. Интересно, с одной стороны, мы не должны этого показывать, так ведь, так как это реклама алкогольной продукции. У нас есть направление такое, технологии бродильных производств и виноделия, где мы ребят обучаем и навываем навыки производства не только алкогольной продукции, алкогольной, слабоалкогольной, безалкогольной продукции. То есть взять тот же квас. Квас, он тоже, это продукт брожения, то есть мы взяли закваску, купили в магазине, до дома мы можем его приготовить. А в процессе производства мы должны знать, какие процессы там происходят. И вот это один из примеров того, что мы учим ребят всему тому, что есть. Ну, даже вернусь к тому, что вы говорили в начале, завод «Инкерман», он именно специалистов просит Да. этого профиля, готовит специалистов как Да, вот раз когда я говорил, применительно к этому профилю. правильно говорил о линейных студенческих отрядах, город Анапа, одновременно у нас бродильщики, так мы их называем, они выезжают в Крым, там есть завод «Инкерман», завод игристых вин, там непосредственно производят вино. И они буквально каждый год направляют нам заявку о том, чтобы направить к ним студентов. Мы собираем здесь ребят, они онлайн связываются, консультируют их,
так скажем, проводят собеседование, если они им подходят, какие-то знания проявляют, они приглашают их туда. И эта же практика, она является и в рамках студотряда, и оплачиваемая, и опять Крым – это море. Опять море. Снова море. На нашем факультете не жизнь, а сказка. Можно поесть, можно... Вкусная сказка, я бы сказала. Сладкая Действительно. сказка. И сладости есть, и напитки есть, и мясо, и все это красиво украшено. Ну разве это не И чудо? все такие стройные, заметьте, несмотря на то, что много еды. Да, ребята, вы ранее видели в нашем видеоролике и учебно-производственный цех по выработке мясных полуфабрикатов, и нашу лабораторию поварского дела, где вы можете приходить на пары, готовить, есть там и уходить домой. Вопреки распространенному чему там мнению, или сейчас это принято называть стереотип, что студент вечно голодный. На факультете пищевых технологий голодных студентов не Не бывает. должно быть, просто не должно быть. Да, все довольны, все по коридору идут с улыбкой. А все дегустировать могут то, что Обязательно, приготовили на да, вот занятиях? обязательно. Вот они в течение всей лабораторной работы, да, 4 часа, они сначала там оценивают продукцию, сырье, да, проводят анализы, все оно хорошее, оно годится, они вырабатывают, и в конце занятий проводят дегустацию. Дегустация – это не просто поел, а это одна из видов оценок качества продукции, это органолептическая оценка, соответственно, они должны прочувствовать, что они не доложили, что переложили, да. Это все Поэтому так вот серьезно. это все, Да. Это не просто поесть. да. Ну, от себя можно добавлю. Бывает такое, когда ты с утра не позавтракал, пошел на пару. Но что делать, если ты 24 часа, 7 дней в неделю изучаешь еду? Когда тебе на лекции говорят, как там все вкусно упаковывается, как там все формуется, оформляется. Это действительно здорово. И я хочу, чтобы вы, дорогие абитуриенты, вы, школьники, выбрали правильный путь. Путь, когда вы не будете никогда голодным, всегда будете обеспечены и счастливы. А мы возвращаемся к нашим Чату. вопросам в чате. Эмилия, к тебе вопрос от Регины Габитовой. Спасибо за ответы на вопросы. Еще один вопрос. Есть ли какие-нибудь льготы при поступлении по потере кормильца? Ну, в первую очередь, поступать вы будете по общему конкурсу. Если у вас нет одного кормильца, да, вы поступаете по общему конкурсу. Дальше уже в процессе обучения ежеквартально вы можете подавать документы, заявления на материальную помощь. Также, если у вас доход меньше прожиточного минимума, вы можете подать справки, и вы будете ежемесячно получать социальные стипендии. Вот как раз о стипендиях следующий вопрос от Дениса Малаянова. Какие виды стипендий и в каком размере получают ваши студенты? Давайте скажем размер, потому что виды мы уже перечисляли, да, Эмилия все рассказала. Я вот слушала с самого начала, честное слово, подробно Эмилия рассказала, что бывает академическое, социальное, повышенное, именные. Размер скажите. Вот, другие факультеты хвастались, не буду говорить цифры. Ну, на самом деле, каждый студент получает по-разному, в зависимости от того, какие именно выплаты он получает. Ну, если сказать честно, А это коммерческие что-то могут у вас получать, какие-то стипендии? коммерческие студенты могут периодически при Получать каких-то... именные стипендии, да. да, то Ну, есть даже если я- на коммерции. Хочу здесь добавить, потому что вот на самом деле есть те студенты, некоторые студенты, которые очень активные, они иногда получают стипендию больше зарплаты преподавателя. Да вы что? Есть и такие. Да. Как вы вот хитро ответили. Цифры вы не сказали, но, по-видимому, это очень много. Ну, знаете, я могу ответить, как представитель студенчества. Я являюсь активистом нашего факультета, как я ранее сказал, про должность культурга, так? Я являлся культургом и получал стипендию за свои заслуги. Если мне не изменяет память, это около 10 тысяч было в том месяце. Да, где-то 10 тысяч. Ну, мне хватает. Это тот минимум, который вы можете получать. То есть академическая стипендия плюс повышенная академическая. Также есть еще и социальная и материальная помощь. Если все это суммировать, у вас где-то выйдет 30. Ну, это очень здорово. А бывает ли так, что у вас студенты, ну, получив определенные навыки на 3-4 курсе, успевают где-то работать? Ну, или подрабатывать, например, если уж Да. мы о деньгах начали говорить. Да, это хорошая возможность, когда как раз студенты, обучаясь на 1-2 курсе, они уже имеют возможность получить рабочую профессию. Если у них есть рабочая профессия, они могут заниматься трудовой деятельностью. На 3-4 курсе более-менее мы положительно относимся к тому, что если студент работает по профилю, допустим, он работает на мясокомбинате, работает там помощником технолога, одновременно учится на технолога, конечно же, мы это приветствуем.
Ну, это же замечательно, Грамич, потому что даже факультет дает возможность во время обучения открывать трудовую книжку, получать опыт работы. И при выпуске он уже будет конкурентоспособным Да, конечно, у специалистом. него уже будет опыт работы, у него будет стаж, поэтому Это любой замечательно, что работодатель с факультет руками, с ногами. поддерживает в этом направлении. Вернемся все-таки к моменту, когда студент только поступил на факультет. Только поступает, наверное, да, у нас мы же поступаем еще. Ну да. Шамиль Шарипов спрашивает, когда студенты знакомятся с предприятиями, на первом курсе уже проходят практики? Да, на первом курсе у нас уже практика проходит, называется она учебная. У нас студенты в рамках, они не каждый находится на отдельном предприятии, они все вместе одной группой с руководителем практики объезжают практически все предприятия, в частности, допустим, в черте города Уфы, и уже знают не только, допустим, как производится одна колбаса на одном предприятии, да, он объезжает все предприятия и знает, какая специфика этого направления. Поэтому здесь Это уже вот в с рамках- первого курса Да, можно это уже с так первого много курса, знать. да. У нас, кстати, вот тоже хочу добавить, по направлению технологий продукции организации общественного питания мы ввели вот такую вот систему, когда первокурсники, они один день в неделю, у них практики. То есть они находятся, допустим, 4 дня в аудитории, получают знания, 5-й день они выезжают на предприятие. Причем за предприятием они закрепляются, они получают там зарплату. И буквально, наверное, за первый курс, они за весь год, они уже могут пройти практику. А летом они могут трудоустроиться на оплачиваемую работу. Вот я думаю, что если родители сейчас слышат, мне кажется, это просто мед, потому что дети и творчеством могут заниматься, и учиться, еще начинать работать. Это просто такие в ежовых рукавицах они находятся, и нет времени на свободного времени совершенно нет. Да, тем более молодежь, современная молодежь, она очень активная. Главное правильно направить их вот эту энергию, чтобы они вот именно занимались этим, не другими вещами, которые, ну так скажем, не полагаются студенту, который получает высшее образование. Игорь Рамильевич, можно еще задам вопрос? А насколько, вот я знаю, что у нас в городе есть профильные колледжи, средние профессиональные учебные заведения в районах республики. Насколько много у вас выпускников после колледжа поступает и как они успешно учатся? Есть ли у них преимущества перед школьниками? Преимущества, конечно же, они имеют, допустим, чем отличается выпускник среднего профессионального образования, так колледжа и выпускник высшего образования. То есть, если выпускник среднего образования, он приходит на предприятие, занимается, работает, но его не могут поставить главным специалистом, так как у него нет высшего образования. Поэтому он приходит, получает высшее образование, пусть будет это очно или заочно. Если говорить о том, что какой контингент у нас достаточно порядка, наверное, 30-35% абитуриентов и студентов на каждом курсе – это выпускники колледжей, техникумов. То есть это уже целенаправленно те, которые делают карьеру, начиная, так вот, получается, с 16 лет, да, как идут в колледж и продолжают, могут до магистратуры дойти, как Эмилия у нас в магистратуре, она является студентом, сейчас магистрантом. Скажи, пожалуйста, ты продолжила по тому же направлению подготовки или пошла на другое? Ну, я закончила, например, колледж, дальше я поступила... Ты тоже после колледжа? Да, я после колледжа, я поступила на очную форму обучения на бакалавриат по тому же направлению. Магистратуру уже я выбрала немножко другой профиль, но также свой любимый факультет. А с какой целью ты поменяла профиль? Ну, для того, чтобы более так расширить свой кругозор, узнать что-то новое для себя, интересное. Ну, не сложно в процессе вот освоения одной программы, потом другой осваивать? Совсем не сложно, очень интересно. Наоборот, это полезно. Полезно это и интересно. Важно. Получается, у тебя есть один диплом бакалавра, да, другой диплом будет магистра, в скором времени с такими успехами магистра, и ты можешь и то направление выбрать профиль, и то, а можешь аккумулировать и быть лучшим специалистом. Так же, как была лучшим студентом. Расскажи, пожалуйста, про это. Ты же лучший студент факультета, и не только, а мы вот скромничаем. Ну, на самом деле, в университете сперва у нас проводятся конкурсы на факультетах, выбирают самых лучших студентов. Также у нас далее выбирают лучших студентов университета. Пару лет назад я участвовала в республиканском конкурсе лучшего студента, была победителем в номинации «Общественник года». Дальше мне посчастливилось пройти в российский этап. К сожалению, в российском этапе я не выиграла, но, возможно, будут такие же студенты. Все еще впереди, Эмилия, все впереди. Да. Есть только не только лучшие студенты, другие конкурсы. Конкурсы красоты на факультетах тоже проводятся в университете, так что... Но они в рамках мероприятий от Центра эстетического воспитания. Это не столько конкурсы красоты, сколько конкурс на лучшую... Он называется вообще «Мисс БГАУ».
Мисс Бгау это Мисс называется. Бгау. Там А каждая... мистер Бгау есть? И мистер Бгау есть, и «А ну-ка, парни» есть, и поздравления с 8 марта. Все творческие торжественные мероприятия у нас проводятся. Все это очень у нас развито, и наши студенты могут, опять же, я повторюсь, абсолютно бесплатно все это получать, приходить на концерты и так далее. Давайте мы перейдем к видео вопроса, которые нам прислали на почту. Внимание на экран. Здравствуйте, меня зовут Мулаянов Денис, я ученик школы номер 49. Я бы хотел спросить, как можно получить дополнительные баллы за индивидуальные достижения? Я спортсмен, у меня есть много грамот. Это как-то может повлиять? Вопрос интересный нам задали про спортивные достижения при поступлении. Есть ли какие-то поблажки или, может быть, дополнительные баллы, если к нам поступает спортсмен? Давайте тогда в целом поговорим про баллы, наверное, да? Начнем. Что такое баллы? Баллы – это то, на каком месте в рейтинге будет стоять абитуриент. Так. Складываются они из суммы 3 предметов, как мы сказали, математика, русский язык, и на этом факультете пищевых технологий, это химия. Вот эту сумму 3 баллов мы в рейтинге, но оказывается, что вы хороший спортсмен, вы хороший танцор, вы выдающийся, уже какие-то научные изыскания, выдающийся молодой ученый, что-то у вас есть, вы представляете в приемную комиссию портфолио, Игорь Рамильевич уже об этом сказал, оно оценивается, и максимально можно получить до 10 баллов за индивидуальные достижения. При этом те мероприятия, которые проводит наш университет, а это уже были в этом году, и сельскохозяйственная олимпиада, и всероссийский конкурс агро-НТИ, и конкурс талантов, опять же, талантов мы тоже подбираем уже из числа школьников, новое поколение. Если вы были участниками, вы получите до 5 баллов. Если вы были победителями-призерами, стали победителями-призерами, это будет до 10 баллов. Спасибо, Светлана Сергеевна. У нас следующий вопрос в чате. Итак, Камила Зарипова пишет. Студенты, которые закончили ваш факультет, могут остаться там работать преподавателем? Игорь Амильевич. Да, возможность такая имеется, вот когда студенты оканчивают бакалавриат, заканчивают магистратуру, в процессе они имеют право поступить в аспирантуру, заканчивают, соответственно, защищают кандидатскую диссертацию, а то и можно без диссертации, не имея кандидата наук. Вот, допустим, к нам приходят различные преподаватели, они непосредственно, есть преподаватели, которые остепененные, а есть люди, которые всю жизнь отдали производству, они всю жизнь трудились на предприятии, пришли к нам, и вот эти знания, которые они имеют, они передают нашим студентам. То есть есть прекрасная возможность как раз остаться в университете. В частности, пример, я выпускник факультета пищевых технологий 2008 года, я закончил здесь специалитет, закончил аспирантуру. И сегодня вы уже декан. Я вот на этом кресле белом Ответ: красивом. можно не только остаться, но и расти, повышать свой статус, уровень. Так что, ребята, все зависит от ваших амбиций и желаний. Если вы хотите стать шеф-поваром, факультет пищевых технологий. Если вы хотите стать технологом завода, факультет пищевых технологий. Если вы хотите стать деканом, факультет пищевых технологий. Итак, следующий вопрос. Есть ли стипендия от предприятий? Интересный вопрос. Вопрос интересный. На самом деле, вот у нас есть такой пример, когда предприятие, допустим, направляет к нам абитуриента, он поступает, проходит подготовку. Если рассматривать со стороны целевого обучения, то предприятие за счет организации, за счет государства оплачивает обучение, а есть стипендии, которые назначаются, допустим, самим предприятием. Вот этому предприятию интересно, чтобы вот Иванов Иван окончил данное направление, пришел к нему на работу. Он заключает с ним контракт, он выплачивает ему стипендию, и в конце, когда он защищает диплом, он идет к нему на работу. В целом можно ответить, да, есть стипендия от предприятия, если у вас есть целевое направление, так? Ну, не обязательно, можно и без целевого направления. То есть любое предприятие заключает контракт с Да, в рамках абитуриентом. договоров Да, о сотрудничестве, да. о партнерстве предприятия могут выбирать себе на разных курсах уже перспективных ребят и оплачивать стипендию. Таким образом, какие-то гарантии поддерживать. предоставлять. Да. Хорошо, так, следующий у нас вопрос, еще более интересный. Возможно ли учиться сразу на 2 специальностях? Давайте я отвечу, Игорь Рамильевич. Здесь, конечно, больше такой законодательного уровня вопрос. Можно учиться хоть на 10, если успевать это делать, но на бюджетной основе из всех этих 10 можно только на 1.
На всех остальных это будет платное. Форму можно выбрать очная, заочная, на усмотрение будущего студента, как он сам будет успевать учиться. Бюджет только один, нужно запомнить это. Да, к сожалению, бюджет один у нас, но в целом, опять же, как я и говорил, все зависит от вас. Будете успевать, пожалуйста. Не будете, удачи. Танцуйте. Танцуйте. Еще, мы уже говорили об этом, про практику, но здесь вопрос в том, есть ли практика у нас за рубежом. Да, в Крым мы съездили, в Анапу, Хочется и в Сочи, Германию, да. да? А вот дальше можно поехать? Да, здесь опять нашим студентам предоставляется прекрасная возможность. Это проходит они отбор, когда к нам приезжают, допустим, или дают заявку. Вот у нас есть такие программы, как Лого, Аполло, то есть это Великобритания, Дания, другие направления, Германия, Америка. То есть оттуда приходит заявка от переработчиков, от фермеров, которые просят к ним направить в части или обмена, или просто направить к ним студентов. Соответственно, они проходят определенный отбор. А и отбор уже- сложный, если вот знание языка сразу. Здесь, да, самое главное знание языка и, так скажем, большое желание постичь эту То есть профессию. нужно начинать язык изучать, разговорный язык изучать. Да, да, всё верно. Так, опять же, я надеюсь, мы ответили на ваш вопрос. Все возможно, все действительно. У нас очень маленький список того, чего нельзя сделать в рамках закона, конечно. Следующий вопрос. Если ученик дополнительно занимался в профильной школе и получил повышенный разряд кондитера, добавит ли это ему баллы при поступлении? Вообще у нас правилами приема предусмотрен такой раздел. Индивидуальные достижения назначаются за творческие, спортивные, научные достижения. Поэтому, когда я сказала, формируйте портфолио, вы его присылайте приемной комиссии, в частности, факультет, декан, состав приемной комиссии рассмотрит портфолио, выберет подходящий. И, конечно же, если это профильное что-то направление, развитие научное, творческое, мы обязательно это оценим. Можно добавить, да? Да, конечно. В портфолио у нас принимаются также волонтерские книжки. Многие вот забывают об этом сказать. В наше время волонтеров очень сильно поддерживают. Если у вас есть волонтерская книжка, то за нее тоже добавляют баллы. А вообще, Эмилия, расскажи вот будущим нашим студентам, нынешним нашим абитуриентам, какие вообще преимущества есть у волонтера? Ну, преимущество у волонтера при поступлении это, конечно же, волонтерская книжка, наличие ее. И не для того, чтобы она была просто пустой, а чтобы были в ней наличие записей. Нет, а вот то, что она дает? Мы все знаем, что волонтер это тот, кто работает на добровольческих началах. А какая польза вообще от этой деятельности? Ну, пользой для волонтеров является то, что он уже является частью мероприятия. Общественно полезная польза, он помогает. Он от всего сердца, от чистой души помогает на мероприятиях. Это основная его функция, поэтому он волонтер. На самом деле у волонтеров очень много поблажек. Он получает незабываемый опыт. Он уже является частью мероприятия. Он получает себе в подарок от футболки до кепки и так далее. То есть, если на какое-то мероприятие даже можно и не попасть, только по телевизору смотреть, они уже там, в этом мероприятии, Да. среди знаменитостей. Вот это самое главное, вы Вот всегда здесь- в центре событий. Вот здесь я хотел немножко вот направить в сторону нашего ведущего, Нариман. Он в качестве и волонтера и, так скажем, проходил практику как раз, когда у нас было большое мероприятие в России, проходил чемпионат мира. Нариман, расскажи, пожалуйста. А вот он сам знает, что такое волонтер, скромничает, он нам сейчас и расскажет. Ну да, это просто я ведущий, как бы я должен немножко из вас информацию вытягивать. Но тем не менее, да, я с радостью поделюсь с вами, ребята. В 2018 году вы все знаете, что проходил чемпионат мира по футболу. Это событие мирового масштаба, которое прошло в России. Я, будучи студентом факультета пищевых технологий, естественно, выбрал направление, в котором я буду помогать. Это кулинария. Мне так повезло, что я попал в качестве волонтера на стадион Лужники, который находится в Москве, и работал на кухне, то есть кормил гостей чемпионата. То есть работал под руководством французских шефов. Для меня, вот как для технолога общественного питания, это был незабываемый опыт общения на иностранном языке вот с французами, с тем, как они вообще видят кулинарию. Этого не передать словами, честное слово.
Очень сильно помогло то, что я знаю английский язык, который преподают как раз на нашем факультете. Он у нас, как бы сказать, специализирован именно под наше направление. То есть мы изучаем определенную терминологию, какие-то процессы на английском языке. Не просто общие, как вы учите в школе, а конкретные, которые пригодятся вам при профессиональной деятельности. Я считаю, что это был незабываемый опыт, очень важный. Да? Мало того, что ты, даже владея разговорным английским, ты смог попробовать себя в терминах с коллегами из других стран. Вот видишь, очень много преимуществ. Я считаю, даже многие захотели стать волонтерами. Да, ведь самое главное в волонтерской деятельности – это не приобретение каких-то материальных благ, а контакты. Вы собираете с каждого мероприятия контакт, а дальше уже можете его использовать для своих проектов. Давайте перейдем к следующим вопросам нашего чата. Есть ли практика обмена студентами между вузами? Ну, вузами внутри страны, внутри республики или между странами? Тут надо уточнить. Уточни, пожалуйста, Катя Миронова. Ну, здесь можно сказать о том, что есть такие соглашения между вузами, когда часть образовательной программы проходит в одном вузе, другую часть образовательной программы в другом вузе. Есть возможность посмотреть материальную базу, познакомиться со специалистами в разных вузах. Да, в нашем университете такие программы поддерживаются и существуют. Вот следующий как раз вопрос касательно практики. Пишет молодой человек: я уже больше 2 лет занимаюсь японским языком. Смогу ли я после подтверждения своего уровня языка отправиться на практику в Японию? Ну, здесь, да, опять для вас широкие возможности. Если вы находите место практики, то предприятие, куда вы хотите поехать, направляет к нам письмо, ходатайство о том, чтобы направить данного студента на практику, конечно, мы идем навстречу. Как Нариман до этого сказал, нет ничего невозможного, возможно все. Было бы желание. Ребята, давайте задавайте свои вопросы и обязательно подписывайтесь на наш инстаграм-канал fpt.bsau, fpt.bsau. Он был у нас в ролике. Также вы можете найти ссылку под этим видео. Можете зарегистрироваться у нас в группе ВКонтакте. Тоже вы найдете ссылку там. Там можете задать свои вопросы. Также мы еще некоторое время в эфире. Давайте задавать вопросы не только касательно поступления, а в целом студенческой жизни. Ведь студенческая пора – это то, что пройдет, вы не заметите. А что это такое, все-таки вам следует понять. И если наши старшие товарищи смогут вам как-то помочь, то мы будем только рады. Можете писать мне, Эмилии. Наши контакты вы найдете как раз на странице ВКонтакте. Да, здесь я могу добавить, что если есть вопросы по приему, можно на горячей линии приемной комиссии позвонить и все узнать. А вот какие-то тонкости обучения на факультете можно задать, вот сейчас обязательно нужно задать. Так, что у нас дальше? Кстати, по поводу наших социальных сетей. Очень часто задают вопрос, У нас очень много вопросов в социальных сетях, Нариман. касательно магистратуры. Магистратура. Потерял строчку. Если у вас магистратура, можно ли продолжить обучение? Магистратура. Ну, давайте я, Игорь Рамильевич, скажу в нескольких словах. На этом факультете предоставлена возможность освоить многоуровневую систему, начиная с бакалавриата. Это 3 направления подготовки: продукты питания из растительного сырья, продукты питания животного происхождения, технология продукции, организация общественного питания. И все эти 3 направления есть в магистратуре. И на бакалавриате, и в магистратуре есть достаточное количество бюджетных мест, но следует отметить, что конкурсный бюджет там тоже значительный. Так что нужно здесь постараться сдать ЕГЭ на высокие баллы. Причем здесь интересно то, что, допустим, если вы закончили по одному направлению бакалавриата, вы можете свободно поступить на другое направление магистратуры. Здесь, если у вас такие знания и навыки есть, это только приветствуется, пожалуйста. Да, я согласна. Это можно пока использовать законодательно, если дается возможность, можно использовать. Бакалавриат один, магистратура другая. Можно даже стать инженером. Вопросы, Нариман? Может быть, у нас есть в чате какой-то самый интересный вопрос, за который мы можем палку колбасы отдать? Нам не жалко. Ищу вопрос. Видимо, мы на все уже ответили. Так, ребята, вы можете писать дальше.
мы еще в эфире. А можно я тогда задам вопрос? Нариман, вот ты на каком направлении сейчас учишься? Я сейчас учусь на 4-м курсе направления технологии продукции и организации общественного питания. То есть Самый интересный предмет, который ты проходил, какой у тебя был? в целом они все интересные. Ну вот Ну, неинтересных нет. Единственное, что мне было неинтересно, конечно, это математика на 1-м курсе. А она не связана как-то вот так же, как химия на кухне? Может, математика тоже какая-то особенная? Ну, математику нам преподают на 1-м курсе, как бы она у всех Ты первокурсников. ждал, когда же будут все-таки уже будем готовить и пробовать? Да, самое было прекрасное это на 2-м курсе, во 2-м семестре, потому что у нас начались профильные предметы, где мы уже могли войти в лабораторию, использовать продукты, готовить, экспериментировать, что-то доказывать. А вот насколько сложно было, вот даже на 1-м курсе, например, учиться, многие поступающие боятся, что будет сложно, не справятся, это высшая школа. В целом несложно. Если вы достаточно образованы, если вы хорошо учились в школе, то это вам как бы может дастся легко. Особенно легче становится, опять же говорю, на 2-м курсе, когда предметы уже становятся более профильными. Там вы уже сами как бы понимаете, что вам объясняют, понимаете, где вы можете это применить, и Ну, плюс я вижу, используете что ты очень дополнительные... воодушевленный, заинтересованный, тебе нравится там учиться. В подтверждение этого у нас есть видеообращение выпускника факультета. Давайте его посмотрим. Я Бодров Александр, выпускник 2010 года, направление технологий в родильных производственном отделе факультета пищевых технологий Аграрного университета. Работаю в данный момент пивоваром компании «Главпивторг». До этого работал на 2 спиртзаводах: «Башспирт», «Русский стандарт водка», на крупной пивоваренной компании «Эфес». Во время обучения на факультете получил достойное образование. Уважаемые абитуриенты, желаю вам сдать удачные экзамены и поступайте на факультет пищевых технологий. Вот еще одно видеообращение нашего выпускника. Как видите, наши студенты сразу идут на производство. У них нет такого периода в жизни, когда они сидят без работы, потому что, ну, Они Как- просто ждут, когда можно все это начать самому да, делать, именно, все знания как я и применить говорил скорее. ранее. Ведь, ребят, самолеты могут строить. Ну, как часто строят самолеты? Ну, не знаем. Дороги могут построить один раз, и они будут стоять. Но питаться человек будет каждый день. Кушать хочется всегда. Правильно. И мы, студенты факультета пищевых технологий, никогда не останемся ни без работы, ни без любимого дела, потому что кулинария и вообще производство продуктов питания – это вечный творческий процесс, который нигде не имеет границ. Следующий вопрос у нас, да? Почему мы должны выбрать ваш факультет? Давайте тогда подытожим, да? Это традиционный вопрос у нас уже стал в конце каждого эфира, и мы вот сейчас должны так выстрелить прямо. Ну, и тут стол, конечно, говорит сам за себя, но Игорь Рамильевич, почему Ну, ваш факультет как- пищевых технологий? Как пожелание, наверное, вот мы здесь сидим в студии, здесь такой аромат стоит от этих продуктов питания. Вот не передать словами. Ну, мое пожелание, наверное, как декана факультета, как пищевика, то, что вот уже коллеги успели сказать, кушать хочется 3 раза в день. Поэтому технолог пищевого производства, технолог общественного питания, по производству хлеба, кондитерских, макаронных изделий и так далее. То есть этот специалист, он будет всегда востребован. Даже вот в условиях сегодняшнего вот этого мероприятия, пандемии, да, коронавирусной инфекции, то здесь так или иначе предприятия пищевые, они всегда работали, работают и будут работать. Поэтому специалисты будут востребованы всегда. Поступайте на наш факультет, будете живы и здоровы. Успехов! И я хотел бы тоже сказать пару слов от представительства студенчества. Ребят, действительно, факультет пищевых технологий – это то, что останется у вас навсегда в сердце. Ведь наши студенты, даже когда получают уже диплом готовый на торжественной церемонии, который сейчас, к сожалению, уже невозможно, но ранее они говорили: где ФБТ? Те отвечали: тут. Ребята, приходите к нам, поступайте к нам, учитесь у нас и будьте счастливы.
До новых встреч. И обязательно подписывайтесь и ставьте лайки.